Хайырлы кич, кадрлы дуслар. Давайте начнем этот вечер. Меня, наверное, все знают. Меня всем Гульнара. Biz endi mana 24 yillikni uzdirdik 13 oktyabrda. Ham bizning bugun bek qiziq kecha riziq battle или kulinarniy battle deb ataladi. Ham bizning bugun olib borishi men tugul. У bizning наконец-то наш самый лучший татарский блогер Илья Хусаинов. Давайте его поприветствуем. Друзья, наш сегодняшний вечер необычен. И помимо того, что вы все будете знакомиться, играть под гитару песни, я не знаю, обсуждать нерабочие дни и вообще наш ближайший локдаун на диванчиках, у нас сегодня состоится татарский кулинарный баттл. Цель вечера – продемонстрировать навыки и шедевры кулинарного мастерства, те, кто принес, угостить их, всех гостей и наших многоуважаемых членов жюри. Поприветствуйте, Тимер, это заслуженный дегустатор татар-кызы. Именно блюд, вернее, председатель жюри Рустам. Я думаю, посмотрите на спортсмен, просто вот комсомол, все дела. В общем, друзья мои, те участники, которые здесь принимают участие, жюри неподкупные, несмотря на это. Но и Ильдар, наш весельчак, Ильдар Ахматуллин, активист татарской московской жизни. Перестаньте, Ильдар, вас не видно чуть-чуть, посмотрите. Всем привет! Вот, друзья, формат нашего конкурса таковой. Вы рассказываете о блюде, почему вы выбрали. Ну, я, в общем, буду вам вопросы задавать по ходу пьесы, скажем так. И члены жюри будут оценивать по 5-бальной шкале. И по традиции в вечерах штаба мы начинаем наш вечер с дога. Альхамдулиллахи Раббил Аламин, Ар-Рахманир Рахим, Малики Яумиддин. Ралина, Алия и Эльза. Давайте. Камила у нас еще. А, Камила. Скромная очень. Всем привет, меня зовут Ралина, хайырлы кичлер дуслар. Biz bugün Tatar штабından şunday motor kişiye geldik. Bütünüz birge. Biz bugün bizning nasional rizqlarni hazırladık. Birinchidan ol belish bizning chiqishib. Azar turg'ashdan hamma da endi uch pishmoqlar yasadik. Qizlar bilan. Шоу. Ашларыгыз тәмле булсын. Приятного аппетита барыгызга. Я считаю то, что раз мы собрались в нашем таком семейном татарском кругу, должно было быть что-то национальное. Вот. Поэтому в первую очередь мы с девчонками посовещались, приготовили балеш, он тоже, вот еще раз повторюсь, в скором времени выйдет. И, соответственно, наши татарские треугольники, учпучмаки. Вот, угощайтесь, всем приятного аппетита. Итак, я даю слово Тимеру. Тимер, расскажи, пожалуйста, как тебе учпучмак? Начну с теста, да? Так как я сторонник здорового питания, тесто бездрожжевое, это G5. Начинка тоже очень вкусная. Тоже бездрожжевое. Да, тоже бездрожжевое мясо. Рубленое мясо, соответственно, мелко нарубленное картофель и мясо. В принципе, это 5. Оценка 5. Спасибо большое. Действительно, тесто великолепное. Мяско вообще потрясающее. Я даже не успел надкусить, как сразу оно начало таять во рту. То есть девушкам с будущими мужьями, вернее наоборот, будущим мужьям. Будущие мужья. Если каждый день готовят такое, прям можно сразу забирать замуж, честно слово. Девушки, поняли? Прямой Троих. Супер, 5, сразу превосходно. 5. Отлично, друзья. Тесто очень хрустящее, мне очень нравится, что оно тонкое, как бы и соразмерно с начинкой, и все вместе получается очень вкусно. Кто тебя научил этому? Сам. Сам. Откуда? Просто было какое-то видение такое, что нужно готовить морковный пирог. Все, отлично. Это был ППшный морковный пирог, то есть полезное питание, правильное питание. Пшеничная мука была заменена на овсяную муку, то есть это овсяные хлопья перемолотые. И вместо сахара я добавлял сахарозаменитель
и ретрит. Коржи были промазаны крем-чизом, это мягкий сыр. Получилось немножко суховато, но в целом достаточно интересный вкус. Он одновременно и сладкий, и немножко соленый за счет крем-чиза как раз-таки. Леди, внимание, внимание. Я оценил по достоинству пирог, я в этом разбираюсь реально. Так. Вот девушки, кто не разбирается в правильном питании, вот рекомендую сразу Ильяс устраиваться в очередь. Он рассказывает так, и еще ты жуешь в тот момент, он тебе рассказывает, еще вкуснее пирог становится. Короче, вот если по 5-бальной шкале равномерно так расценивать, как эти треугольнички этих замечательных дам и вкусняшку полезную, которую Ильяс приготовил, ну так, но на весах это такое сбалансированное равновесие. Поэтому однозначно 5 баллов. Красавчик, молодец. Спасибо. Был бы девушкой, расцеловал бы. Я недавно пробовал просто пирог морковный, тоже что так получилось во вкусвилле. Вот. И мне кажется, все отлично, даже вот, честно скажу, вот с сахаром вообще все отлично, немножко только суховато. Поэтому я поставлю 4,5. Пирог Вы супер. же объективно 5. оценили. Меня зовут Галия. Я выбрала испечь пиццу, потому что считаю, что это беспроигрышный вариант, и пиццу любят все. Значит, колбаса халяль, Так что помидоры, жюри маслины. выдохнуло прям. Пицца халяль – это большой плюс. Я большой поклонник Италии, нельзя не поставить 5. Пицца классная, на тонком тесте, в лучших традициях Додо пиццы, поэтому однозначно 5. Объективно я ставлю оценку 4,5. Вопрос просто немножко в тесте. Он Да? ТПшник, он ТПшник. Может быть, просто я думаю, что оно немножко, наверное, дрожжевое, и оно, да, оно все-таки в пицце оно должно быть более сухое. По толщине нормально, но оно немножко такое, ну, влажноватое. Ну я объективно ставлю твердую 5. Сказал бы одно слово по поводу этой пиццы. Эта пицца просто белиссимо, белиссимо. Очень вкусная, очень сочная, очень мягкая. Жениться захотелось сразу на ней, потому что очень вкусно. И я бы поставил 5,5. 5,5 из 5. Все супер. Само блюдо, тесто, огонь. Докопаться не до чего. Начинка, огонь. Лучше, чем моя бабушка даже. 5. Я честно тоже готовить умею, но я такое даже близко не приготовлю. 5 однозначно. Губадия не самое любимое мое блюдо Так. в татарской кухне и кулинарии, но это губадия вот все отлично, единственное, вот дрожжевой тесто меня немножко смутило, поэтому я поставлю 4,9. У нас Руслан просто идеальный жених с такой вкусной габудией. На самом деле, это самое вкусное блюдо, мое самое любимое. Поэтому тебе большое спасибо, Бигзур Ахмед, за такой вкусный. Это большой талант, что мужчины готовят и готовят так вкусно своими руками. Поэтому от всей души твоей будущей жене повезло. Я взяла воду, маргарин, одно яйцо и все. Любовь, конечно, все приготовлено с любовью. Ну, Ишпишмак однозначно 5, я не отказываюсь от своих слов. Но вот Балиш, наверное, 4,5 я все-таки поставлю. Возьму грех на душу. Леди, простите. Надеюсь, понравится всем. Жюри тоже оценит.
Я хотел поставить, честно признаюсь, как поклонник правильного питания, 4 сразу, не пробуя. Но потом я все-таки попробовал. Это была, может, моей ошибкой, но тем не менее твердая 5. А если вот этот медовик намазать на первый Ильяса, который морковный торт, это будет 6 прям. Я поставлю 4,9. Вот. Хороший, но 4,9. Да, моя оценка 4,7, слишком сладкий для меня. Пожалуйста, вот этой штучки хватит на всех. Так, друзья мои, здесь, значит, вот честно, я не пойму, что это. Не то картошка, не то шоколадные трюфели. Значит, ингредиенты: шоколад, сгущенка и бисквит. Вот так вот. Так что, друзья, попробуйте. Приходите в штаб, пока здесь не умяли за обе щеки. Ну, в принципе, нравится все, да? Но я думаю, что надо было все-таки выйти и презентовать. Если отдельно оценивать блюдо и картинку, то за блюдо 4,5, но 0,5 как раз за скромность. За то, что девушка действительно скромная. Поэтому в целом 5, я думаю. Я тоже поставил 4,9. Почему? Надеюсь, здесь принимают участие только ППшные, халяльные, полезные и экологически чистые продукты. Очень вкусно. Но какао, наверное, зря вмахнули в конце. 4,9 мой вердикт. Почему выбрал я это блюдо? Все татары любят пить чай. И оно просто идеально подходит к чаю. Потому что это творожные рогалики с шоколадной начинкой. Пробуйте. Все, всем приятного аппетита. Я обычно каждый вечер на ужин творог ем. И ты, короче, вытянул на 5 баллов сразу. Добавлением буквально маленького ингредиента. 5. На самом деле, вот если бы ты не вышел, я бы поставил 4,9. Но так как ты вышел и правильно презентовал, я ставлю 5. Кто готов оценить блюдо Айрата? Меня зовут Шамиль. Я оцениваю это блюдо в 4,8, потому что тоже попалось мало начинки. Минуточку внимания, пожалуйста. У нас участник выходит с синабонами, так что готовьтесь, пожалуйста, свои руки ко всему и... Готовить это блюдо довольно-таки легко. Я это выбрала именно из-за этого. То, что у меня есть время накраситься самой, одеться, засунула в духовку, все. А из чего готовили? Расскажи. Это тесто, молоко, дрожжи, мука. Далее. Из чего готовила. Потом начинка из чего? Корицу смешиваем с тростниковым сахаром и с маслом. Не маргарин. Нет, маргарина нету. Далее помещаем это все в духовку. Дрожжи. Следующим этапом является верхняя начинка. Это сыр и масло и сахарная пудра. Все. Если бы это было что-то другое, кроме синабона, я бы поставил, наверное, 4. Но так как это любовь моего детства, это такое возвращение к детству, 5. Так. 4,9. Сахар. Очень вкусно. Во-первых, я фанат корицы. Во-вторых, я фанат горячего всего. Это было очень вкусно. Спасибо. Спасибо всем участникам. Мне вообще очень понравилось. Спасибо. Оценка? Оценка 5, конечно. Сейчас мы по аплодисментам, по традиции, будем определять блюдо. Я их буду сейчас называть, а вы, пожалуйста, громко орите, вопите, аплодируйте, все что угодно делайте. Первое блюдо – эчпочмак. И мы объективно очень судили, то есть, несмотря на то, что мои высокие баллы, у нас был противовес определенный, и даже я ставил низкие баллы. Все видели. Мы вот сейчас обсуждали, вымеряли, и все-таки в ходе неравной борьбы с незначительным преимуществом у нас победили леди, которые приготовили замечательные эчпочмаки. Как неожиданно. Пожалуйста, чтобы лишние развивались, двигались вперед.
Да, мы ушли. Поэтому всем благ. Вы тоже сидели за столом, вы там подбадривали. Столько людей невозможно. Девчонки, Молодцы, молодцы. подарок. Мы разделим. Да. В ходе, опять же, буквально незначительного перевеса победил. Одной сотой буквально, да, миллиардной даже, да. Это замечательный Руслан, который приготовил вкусную губанию. Вчера было день рождения у нашей победительницы Ралины. Мы желаем тебе всего самого-самого наилучшего, Ралина. Оставайся такой прекрасный, красивый, умный, вообще просто вот честно, от меня. И будь счастлива, это самое главное. Чтобы тебя всегда радовали, друзья, все. Спасибо тебе огромное, то, что ты нас везде максимально постишь, говоришь о нас. Это активный наш деятель штаба татар. Спасибо тебе огромное за это. Поздравляем тебя с днем рождения. С днем рождения. Забыл, Ралина еще. Думал, не спалят. Все, Рахмат, бізден әзірак жидік. Когда заканчивала магистратуру, я думала, чем я буду заниматься, что я буду делать. Татарской семьи у меня в Москве не было на тот момент, но когда меня пригласили на игру, я вообще с полным восторгом, с восхищением прям пришла на игру. Я была чуть-чуть в полном шоке, потому что вокруг меня было столько татар, столько молодежи в Москве, и я была чуть-чуть в шоке, но я себя ощутила сразу же как в семье в своей. Мне было настолько тепло и хорошо. Я вас всех люблю. Спасибо вам большое за подарки. Штаб татар организовали такую классную, потрясающую вечеринку. Собрали лучших татарских кулинаров на таком теплом, дружеском коллективе вместе. И мы оценили по достоинству то, что приготовили леди наши и джентльмены татарские. Хочу сказать, что каждое блюдо было очень вкусным. Нам пришлось приложить немало усилий, задействовать все рецепторы, чтобы выбрать действительно лучших из лучших. Всем спасибо за участие, спасибо за то, что посетили это мероприятие. И главное, спасибо организаторам, которые собирают татар вместе и делают такие классные и необходимые всем мероприятия.